Только начинающее развертываться промышленное строительство, в обильной своими ископаемыми и другими богатствами Якутская республика встречает сильнейшие препятствия в недостатке квалифицированных работников, в особенности местных людей, знающих суровые северные условия, язык и прочее. Прошу принять меня в промакадемию в отделение энергетики на первый курс. Ананий Андреев. Блестяще закончил и стал первым дипломированным энергетиком. Кто он? Какая судьба у этого человека? С этими вопросами мы отправились на его родину в Джохсогон Таттинского улуса. Смутные, тревожные времена прошлого. Выдающиеся представители многих народов попали под беспощадный и необоснованный молох репрессий. Так называемая ксенофонтовщина стала суровым фактом истории республики, имевшим тяжкие последствия в судьбе всего народа. Наш нарком был очень крупным, общественным, политическим, государственным деятелем в свое время. Это совнаркома, это дед-ЦИК, и, значит, первый нарком. Это в те времена он сам был руководителем нашего региона, молодой нашей республики. И сам был очень молодым человеком. Ему все было в это время 28 лет. В 70-е годы был поставлен бюст, но я про этого человека узнал от Винокурова Гаврила Гавриловича. Воспоминания жителей Таттинского улуса, письма, которые были там. Все это мы собрали с Гаврилом Гавриловичем и написали от имени нашего коллектива на имя генерального директора ГУБЖХ. В то время был Сюксинский Станислав Янович. Вот это началась работа. Председатель профсоюза Сергей Григорьевич Анисимов поддержал, а потом второе руководство Александр Александрович Наговицын большую поддержку сделал. С тех пор начали мы эту работу проводить. В архивах работали, но то, что поразило это у него, на мое сознание, это инженер-электрик из Якутов. Во-вторых, был председателем Совнаркома и Центрального исполнительного комитета ИАССР. Такой человек, который потом ушел в забвение. Это несправедливо. Человек, который работал, сделал благо своему народу, он должен быть всегда увековечен в памяти народа. В конце 20-х шло коренное преобразование вековой имперской системы. Происходила ломка всего общественного сознания, повлекшая бурное брожение и метание умов. Термин национальной интеллигенции появился еще в дореволюционный период, когда вот первое поколение интеллектуалов получили образование в учебных заведениях Российской империи на русском языке. И в результате вот в конце XIX века здесь, на территории Якутской области, сформировался такой своеобразный социальный слой. Их было не так много, под названием вот национальная интеллигенция, которая с первых же шагов заняла такую активную позицию по постановке вопросов, насущных для всего якутского населения. Үлеләбите. Бу советскай булаһы олоқтаспыта. Эти беге улуу жоннор бутун кытта теңге бирге алтыспыта. Ырлытчы көстөр. В 1937 году отмечалось 20-летие творческой деятельности Аюнского. Мы, якутские писатели, участвовали вместе с ним в тех юбилейных вечерах. Особенно хорошо помню встречу в Петропфаке. Пройдя в президиум, Аюнский тихо сказал: «Ананий, оказывается, приехал. Может, пригласить его сюда?» Мы сразу пригласили Анания Куновича Андреева в президиум. Их встреча была сердечной.
А ведь Ананий Андреев, известный советский работник, всего несколько лет назад был одним из тех, кто решительно выступал с твердым намерением отстранить от должности Платона Алексеевича Аюнского и его друзей, людей одного с ним поколения. По-разному можно оценить этот его поступок. Но сегодня видно, что это было сделано во имя консолидации лучших сил народа. Положение становилось в конце 30-х все острее и напряженнее. Платон Аюнский не только догадывался, но по многим свидетельствам заранее предвидел неизбежность трагического развития событий. В знак глубокого уважения и как благословение молодого руководителя пригласил президиум. Великий поэт, он стремился стоять над схваткой, не углубляясь в эту борьбу группировок, этих партийных группировок. А Ананий Кононович, конечно, безусловно, была яркая личность. Надо учитывать то, что они были земляками. Ну и сам Ананий Кононович Андреев был очень способным, талантливым организатором. Если бы у него была возможность проработать дольше, то он бы из него мог сформироваться такая крупная личность, как политический государственный деятель. Хотя он таковым и уже был. Совсем скоро настигнет их одна страшная участь. В феврале 1938-го Платона Алексеевича, а в марте того же года Анания Кононовича. Туақта абытайдақ документу көрдім, үсүстөрдөн таққа листәк. Олынны Анания Кононович Андреев колын тутар ағыз күнүттен сағаланан баран, 1930 сыллақтан 1904 бір сылғы дері абытайдақ допростар, үгілер, түйрілер барбыттар. Онна нахалбақ бастан ута сүрдәқ әлбәқ статьянан бұруйдан мүтәбіт. Онтан эти ағыз 39 сыллар тұқары, оны 1904 сылға ол да кәмнерге хен тұғыры следователлер улар ехілжалар, допростачылар әме. Ол тұқары білі бұруя да кастанмата дейін бұл сөбе соғынан дейінлер статьяларын көғірәтен, бүдәхегер үс статья қалар. Онна ағысыл өленен көннерінер лағырға ұрулар. Туақ еті бұл допрос қайы жокускай кора түрметігер сыппыт кәмен көғірәтен тұры. По имеющимся в деле следственным материалам, Андреев Ананий Кононович достаточно изобличается в том, что он состоял членом существовавшей на территории Якутской АССР право-троцкистской и буржуазно-националистической заговорческой организации, ставившей своей целью отторжение Якутии от Союза СССР и установление на ее территории буржуазного государства под протекторатом Японии. Мама как-то говорила, что он первую электростанцию в городе Якутске, он, как инженер, он руководил строительством этой электростанции. И в деле, в допросах где-то было даже написано, вину ему ставили, то, что он технологически как-то какие-то ошибки сделали, что, это, наверное, тоже вымысел, чтобы только ему, чтобы вину поставить. Я слышала это в детстве, потом это в допросах прочитала. То, что его обвиняют в том, что он какие-то технологические такие ошибки сделал во время строительства этой электростанции, чтобы было легче ее уничтожить. Прямо так написано. В деле я читала там опись конфискации имущества. Там все описано. Фотографии конфисковали. Там имущество, хотя и руководитель такой крупной отрасли, имущество там один костюм, ботинки одни, даже кроватку детскую конфисковали. Постельное белье конфисковали. Видимо, больше нечего было. Наткнулась на это, и прямо у меня слезы так потекли. Как бы они так этим отрезали нашу историю, прямо
сохранились бы фотографии, как бы я считаю, что ближе была бы нам вот эта история. И дневники его конфисковали. Вот мне было бы очень интересно прочитать его дневник. Он, оказывается, постоянно вел дневник. А в деле не было, да? В деле не было. Я спрашивала, и сказали, что ничего не сохранилось. Только вот допросы. Предъявленное обвинение Андрееву Ананию Кононовичу по статье 58, пункты 2, 7 и 11 Уголовного кодекса РСФСР оставить без изменений. Человек прожил непростую, но очень яркую жизнь. Погиб 42 года. Не миновала его судьба страны, те репрессии, которые были в 1937 году. Только следствие шло 3 года. То есть 3 года человека ломали, заставляли подписать документы, сознаться в том, в чем он не виноват. 3 года с 1938 по 1941 год дело следствия. Только в 1941 году уже от пытками и так далее, не выдержав, человек сознался и взял на себя то, что он еще не виноват. Он был представителем, как сказать, второго или даже, скажем, третьего эшелона вот, партийно-советских управленцев. Вот. И когда вот внезапно ситуация изменилась, вот та генерация молодых якутских вот партийцев оказалась вот на вершине власти в самом крупном регионе РСФСР. То все-таки человек, получив специальность энергетика, приехав сюда. Проблемы были с строительством центральной электростанции в городе Якутске. И приступив только к обязанностям, в течение года он выяснил причины, наладил работу. Через год эта станция на 7 ноября была запущена. Это большое событие было в целом для развития городской инфраструктуры и в целом для Якутской ССР тогда. Бүлүүгө кокочойго хылжыбыт, мастаакка хылжыбыт, разведгруппа салаячтын үлеләбит, онна кастаганы те кыргыхыга кыттыбытын тухунан онна суруяр. Сүрдәк кытаанак санаалаак, олок атын багайы өйдәк санаалаак, санабытын сетихер, онна ыракаттартан чагайбат тихеритте. Кихи көрөр, онна те Октябрьский революция болбутугар, Колчак булахан сууларыга бары суға 16-17 хастағы олығы. Онна нахан терехіргер, оңғығынан да кырабығылақ, әлбәк мұннақтартан кеніне үйрелер, түрелер, білі кірата бәт бұллаға де. Оғынан баранжа бағалақ, білі бәйтін сылын сорығын сетихен, бұ олақан ағата барыстарын күтті тәбістеңі үлелән. Бұ Колчак булахан сууларыга, советскай булахы, Жокускай коракка олықтағыңа, тәбістеңі ағата барыстарын күтті, бұ 16 сағаттан сағалан үлелейс. Политическая сознательность у меня начала пробуждаться только со второй половины 1918 года. С этого времени я определенно сочувствовал большевикам, прослыл среди знакомых большевиком и заслужил очень резкий поворот против меня и травлю со стороны татинских кулаков. В деле его там есть заявление его. Он 5-6 раз писал заявление, чтобы его отправили учиться. Вот меня поразило вот это его стремление. Читая его допросы, я поняла, что он был таким человечным, таким умным, сильным и очень толковым. И уже тогда был профессионалом своего дела. Он очень хорошо понимал, чтобы поднять вот такое сложное хозяйство, как коммунальное, и энергетику нашей республики. Он понимал, что на каждом месте должны быть именно профессионалы. И это ему тоже поставили вину. То, что он искал специалистов, вызывал к себе, устраивал на работу. Это тоже ему поставили вину, считая то, что он привлекал врагов к этой работе. В марте 1929 года Ананий Кононович был избран председателем ЦИК, Центрального исполнительного комитета ЯССР, и одновременно председателем Совнаркома ЯССР. Он на этой должности работал до 1931 года, до выезда на учебу в Москву. И вот за это короткое время он на посту
на посту руководителя республики сделал очень много. Архивные документы свидетельствуют, что были приняты важные постановления, например, в строительстве Амуро-Якутской магистрали, федеральная дорога до Большого Невера, который в 30-е годы и в годы войны был продолжен и построен. Сейчас мы даже имеем этот поезд, уже к нам прибыл в Якутию, да, и вот в это время он заложен. Это федеральная дорога. И еще была заложена строительство федеральной дороги, сейчас Якутск-Вилюйская федеральная дорога, тогда называлась Лена-Вилюйская дорога. Мы хотели бы вот на базе его, как наркома, все-таки музей коммунального хозяйства и памяти его, и развития коммунального хозяйства, и истории развития коммунального хозяйства республики сохранить и создать. Наша задача большая, да? Мы хотим увековечить и его имя, и увековечить свою, вот, показать свою отрасль. Был наравне с теми плеядами наших первых руководителей республики, основоположников нашей государственности. Вот, с ними был соратником, вместе работал. Думаем, в конце концов, мы выйдем на уровень государственной премии, даже хотим установить, вот, что правительство наше установило государственные премии, технические премии имени Андрея Владимировича. Түрін бұрыдағынара барата буржуазный националистен, троцкистен, онна бұл Япония үспүйөне дейін, бұл дойдутун утары қорғалыр үліға бұл етсәхен ұруға, тұтуға, әбітер бұлланы бұл жокускай қорат тұтылуыт, бұталылуыт местеті, еті итағастары, бұғағастары баратын қорғалыр үліні үппітті. Термин «буржуазный национализм» он появился сразу вот после революции. Активно он использовался нашими первыми революционерами, когда вот Якутия как национальная окраина, здесь речь шла как раз о борьбе не только против классовых врагов, да, это представителей таяната, не только против купцов, там кулачества, но и также вот термин был «буржуазные националисты». Вот, ну, такой термин он использовался практически во всех национальных регионах, это будь то Средняя Азия, Кавказ, это Поволжье, вот он широко вот использовался. Ну, это такой политический ярлык, который использовала власть. Когда арестовали дедушку, им ясно дали понять, что они должны покинуть город Якутск. И еще я помню, что рассказывали, что дедушка сам сказал, чтобы они уехали в Нюрбу, ну, подальше от Якутска. В Нюрбе те времена были родственники какие-то, и он надеялся, что они помогут ей. Поэтому она собрала своих детей. Моей матери 2,5 года было. Дяде, брату матери было 8 месяцев. Ехали на пароходе с Якутска до Нюрбы. Но в Нюрбе их хорошо не встретили, потому что в те времена, я понимаю, что было очень жестокие времена, когда даже лишний взгляд в сторону членов семьи врага могло обернуться бедой, поэтому я сейчас понимаю, что люди поступали так, чтобы спасти себя, семьи, своих детей. Бабушка тоже была сильным человеком. Она тоже была образованной, училась в институте Луначарского на факультете хореографии. Вот там они с дедушкой встретились, полюбили друг друга и поженились. В 1931 году он настоятельно писал, чтобы его отправили на учебу, и его потом отправили, конечно же. Очень хорошую характеристику написал о нем и Сидор Никифорович Барахов, что это ценный работник, инициативный, в общем-то, с положительной, хорошей характеристикой он отправился на учебу. И в 1931 по 1936 год он учился и закончил первым из якутов
дипломированным специалистом инженера теплоэнергетика. Он получил такую редкую, и сейчас, по-моему, редкая специальность такую, да, тогда еще. И по приезду он был назначен директором Якутского центральной электростанции. Ну, этот вопрос, вот эта электростанция, вопрос поднимался еще в 1931 году в связи с тем, что нужно было тогда еще поставлять оборудование из Москвы, из центра. Вот вопрос этот был уже, как говорится, заморожен. И вот с приездом, с назначением директором электростанции Анания Кононовича, он взялся с таким рвением, и уже была поставлена все оборудование. И в 1937 году, через год, в ноябре, была торжественно пущена вот эта новая электростанция. Какие-то воспоминания были у бабушки о дедушке? Очень скрытные были на эту тему, потому что второй муж у нее был офицером НКВД. Вот по иронии судьбы она вышла замуж за офицера НКВД. И эта тема была под запретом, видимо. И мама тоже не очень рассказывала. Просто она один раз, когда у нее вот такое настроение было, сказала, я в школе еще училась. Она сказала, что их в школе очень обижали. Учительница, ей запомнилось, что в 6-м или в каком-то классе она училась, учительница одна сказала, что, мол, она дочь врага, поэтому не должна выступать там, говорить, в общем, сидеть тихо и молча. Корни той непоправимой трагедии тянутся до сих пор. Это незаживающая рана народа Саха, и она будет отзываться болью с каждым новым витком истории. А как сложилась судьба у мамы вашей? Моя мама учителем работала всю жизнь. Отец тоже учителем работал. Она учителем математики была. А когда дедушку первый раз вот реабилитация прошла, они поступили в то время, уже закончили школу, поступили учиться в Якутский университет. Им стипендии выдавали. Мама закончила физико-математический факультет. Дядя закончил геолого-разведочный. Геологом стал. Образование геолога получил. В ЕГУ, да? В ЕГУ, ага. Вот. Поженились с моим папой, когда они еще учились. После этого сначала работали в Верхневилюйске, а еще работали в селе Мар Нюрбинского района. Ну, это когда я совсем маленькая была. А потом переехали в Кобяй. Там тоже работали. Папа завучем был, мама учителем математики. Нас 5. Ну, сейчас остались 4. Брат погиб. Сестра моя живет в селе Акана. Она работает в детсаде воспитателем. У нее 2 детей, 2 сына. У меня 3 детей, 2 дочери и младший сын. В общем, у брата младшего 2 сына, племянники мои маленькие. Они в школе еще учатся. Вот. А у дяди? А у дяди была 1 дочка, Ксения. Но они очень рано, когда мы совсем маленькие были, они, к сожалению, развелись, и она уехала в Ленинград, и мы потеряли связь, потеряли с ними. В 1937 году он был назначен наркомом Министерства жилищного коммунального хозяйства. И, будучи на этой должности до ареста 1938 года, проделал большую работу по обустройству города Якутска нашего. Чтобы обустроить город Якутск, как по плану всех центральных городов, приехала проектно-изыскательная экспедиция Днепрогор научного института и проделала очень большую работу. У нас в архиве сохранилась генеральный план города Якутска того времени, сделанный этой проектно-изыскательной экспедицией.
Онна итегас бөгөтө көрүлләр. Ол курда колобра каз бирди Жокускай коракка бар объекттарынан обследование ыттарар. Ол түмүгөр ыттан бу күн бүгүн булар проблема барата көстөр. Ол курдукче сочото суык сирге тутулубут ден, бу өрүс uuta сурайын сөптөк ден түмүк оңороллар, аны курат эти санитарны өттүнен эметегәһен элбәгә яллар, баны прачечная кайдак болуктага яллар, эти бу ардак uuta, калан uuta кайдак сүрөктәгә, эти убада пробадан кайдак туханы кысыбы онтон датын каз билде объекттарынан. Ол ыйыллыбыттарынан дети Жокускай корат кейне итагастары быхагастары туаратылдан бу күн бүгүн олордок бүтти. Из автобиографии написано его рукой. Я прочитала то, что он даже воевал в Вилюйском районе. 2 года даже воевал. Там он в райкоме работал, инструктором работал, секретарем работал. В Вилюйском районе он где-то лет 4, по-моему. 2 года воевал и 2 года еще работал там. После этого в Якутск его перевели. Но еще он был начальником Охотского побережья. После этого он в Якутске работал. Все время работал на руководящих постах. У них очень был силен созидательный дух, вот, строить, руководить. Ну, понятное дело, что внезапно оказавшись у руля вот, власти, вот, может быть, такой вот жажда учебы у них наоборот усилилась, вот, желание получить образование, то, что они не успели в дореволюционное время, когда не было таких условий, да, вот, с тем, чтобы вот, управлять вот этим национально-государственным строительством. А вот эта политика продолжалась и в 30-е годы, то есть это политика и экономическая, вот, и социальная политика. Вот, в то время проводились вот, активные меры по отделению жилищ от коровников вот, на селе. Началось строительство вот, новых русского типа изб. Вот, социальная политика проводилась, то есть фельдшерские пункты появлялись, больницы строились, сеть школ появилась, сеть клубов, новых культпросветов, развивалось искусство. Поэтому ситуация здесь, конечно, менялась, поэтому здесь вот требовались вот управленцы вот, нового типа. Особым вниманием у населения пользуется налоговый вопрос о желании поправить в наше налоговое законодательство. По этому вопросу выражено много пожеланий. Мне думается, что нужно было и в дальнейшем практиковать такие анкетные запросы. Это нас сильно приближает к населению. Ананий Кононович Андреев сразу на 2 должностях был избран председателем Совнаркома правительства Якутии и секретарем обкома. Больше всего, ну, на мой взгляд, сыграла вот сама личность вот Анания Кононовича Андреева. Он уроженец Татинского улуса, откуда вышли яркие представители национальной интеллигенции, тут сама атмосфера вот, и так далее. Вот. Ананий Кононович был образованным человеком, одним из первых представителей технической интеллигенции Якутии. И как организатор, как руководитель, конечно, он был талантливым. Тынчы 906 сылларга бу олоктак нехлек олок жоксогон нехлеген олоктагы краевед Михаил Архипович Петров тем бар эте. Кини бана Ананий Кононович Андреев туһунан кантын автобиографиятын булан бу кенени сүрдәгән тахарбыт кен туттар жоннор буттен сыңгалаң паркатыгар улакан аллея оңоттор бута бюс насколага өренә хәртакны беге учталла хатебит Петр Николаевич Иванов тен кини бу жоксогон нехлегеттен үйнен сайдан такыбыт бастакы комсомолистер гражданский сәрикаттылага РФКомовис тен беге кепсирете. Мен пионер бахата дисылжамын Ананий Кононовы нехилек басакы комсомолиха улуска тааттылыгар басакы комсомольска ячейканы терибик кехинен Гаврил Елисеевтен кыржагас комсомолтан комсомол ветераныттан олактыларыттан манна беге комсомольскай муньяктарга истеретебит.
Булгуньяктак тиналаска комсомольское собрание на колесах тени пыппыт. Гавриил Елисеев наха чугайдик бу кайда курдук эгеттен өскәбит төрәбик кеһе анани Кононов Андреев кайдакта курдук бу улакан доһунас көлли хилҗәндә чорга сик председателе Сапнарком председателе ден кепсәвәттер ите. Кепсәвәт ите. Кене ул бастыкы комсомолистен. Татта районугар таксан хыллан калбыт бастыкы комсомольская телектене кене чөлүгөр түһәрбит эди. Гражданский серикеннеттен. Онна себеске булаһы бу хәбит булаһын олоктаһыңга, жону сүмердәһиңгә буласкалордуга эмен халыкны төләгән олактын кепсирет. Когда я училась в школе, мама мне показала письмо вот из Статинского района. Пионеры следопыты написали. Вот они исследовали это дело. И вот там, я помню, было то, что его убили, ну, избили каким-то вот тяжелым таким металлическим предметом убили. Вот это я помню. Это в тюрьме уже, да? Да. Говорят, он где-то в Верхоянском. Да, где-то в Верхоянске. Ну и при его приходе началась разработка инженерных сетей, энергоснабжения города Якутска. Ну и оценивая эти его работы, конечно же, есть нам на что равняться. 5 лет мы поменяли более 900 котельных, 900 котлов, если сказать их, это почти треть всего основного оборудования, которое у нас имеется на балансе. Плюс мы построили, запустили свой завод по ПВО-изоляции, еще один. У нас был один, сейчас второй завод работает, который выполняет трубу, исполняет в предизолированном виде, который снижает потери теплоносителей. Вот скажем, эта труба используется на водоводе в поселке Тикси. Простой пример: с водозабора выходит вода 7 градусов и приходит через 7 километров с температурой плюс 5 градусов. То есть потери всего 2 градуса, нормальное состояние, нормальная работа, и мы тянемся к этим технологиям. Переходим на менее затратные виды топлива, уходим с нефти, с газоконденсата на более дешевые виды топлива, применяем высокотехнологичные котлы, ППУ, изоляцию трубы, как я вам сказал ранее тоже. Это все дает свои результаты. Только за последние 5 лет снижение издержек предприятия составило там около 2 миллиардов рублей. Благодаря тому, что мы эти мероприятия проводили. Работа по газификации котельных в Чурапинском и Горно-Канадском районе. Тоже с использованием энергосервисных контрактов. А в целом я считаю, что коммунальное хозяйство развивается своим этапом тоже, развивается жизнь. Очень много сделано за этот период, конечно. 200 котельных построено, реконструировано. Почти 6 тысяч человек получили тепло в свои дома. Коммунальное хозяйство – это то хозяйство, которое работа никогда не прекращается. Всегда надо будет. Вот люди сейчас, мы строим котельни, они получают тепло, ставят задачи: дайте нам воду. Значит, надо решать вопросы водоснабжения. Решим вопросы водоснабжения, значит, надо благоустройство, водоотведение надо решать и так далее. Они поэтапные, и цели, желания людей жить лучше, они понятны. И мы должны помогать и все делать для того, чтобы эта жизнь стала лучше. Но надо помнить свои корни, надо помнить тех людей, которые были у истоков. Кто не помнит свои корни, не помнит свое начало, теряет все. Мы должны помнить тех людей, которые начинали работу, начинали ее в непростое время. Мы должны помнить своих ветеранов, которые сегодня трудятся, с уважением к ним относиться. Мы должны с уважением относиться к поколению, которое придет и будет работать. Мы все ездили на открытие сквера. Нам сказали, что открытие музея где-то в декабре будет. Вот приедем тогда. Сквер шикарный, хороший же, да? Красивый, очень достойный. Ну и какие чувства испытывали? Мы поехали туда в сентябре. Было очень холодно. К открытию сквера уже как-то снег шел. Но все говорили: очень холодно, но мне как-то было очень так тепло, прямо радостно было. Ну, как-то начала чувствовать, что дедушка мне как-то вот родным становится. Гордость, конечно, была.